Мы не можем всегда быть рядом с детьми, но в наших силах помочь им изучить и запомнить жизненно важную информацию. Обучение в игровой форме – один из лучших способов для этого. Именно поэтому практика проведения веселых, но познавательных праздников давно прижилась в дошкольных учреждениях. Вот и на этот раз воспитанников детского сада «Снегурочка» встречали не педагоги, а самый известный персонаж в погонах – дядя Степа. Полицейский напомнил ребятам, как выглядят основные знаки дорожного движения, и проверил знания ребят путем загадывания интересных ребусов. После чего ребят навестил бесцветный светофор, который с помощью мальчишек и девчонок уже через пару минут заиграл своими привычными цветами. В нашем детском саду уделяется большое внимание пропаганде и изучению правил дорожного движения. Эта работа ведется как с детьми, так и с родителями. С детьми мы работаем по программе «Основы безопасности». В группах проводятся разнообразные викторины, беседы, используется разнообразный материал, атрибуты. Наглядно, интересно дети изучают правила дорожного движения. Дети подготовительной группы, готовясь к школе, они делают дорожные карты, которая называется «Дорога от дома до детского сада». Для ребят дошкольного возраста важно не только получить знания, но и сразу применить их на практике. Так нужная информация усваивается куда лучше. А потому после общения с дядей Степой и светофором они все стали участниками игры «Автомобиль и пешехода», после чего смогли пообщаться с настоящим полицейским. В гости к ребятам пришел инспектор по безопасности дорожного движения Альберт Обтекаев, который еще раз напомнил, как вести себя на дороге, с какой стороны обходить автобус, где можно кататься на самокатах и велосипедах и многое другое. Данное мероприятие проводится в рамках недели безопасности дорожного движения. Нашими сотрудниками посещается общеобразовательное учреждение, дошкольное учреждение, где разъясняется детям, также проводятся родительские собрания и разъясняются правила дорожного движения, какие основы, какие изменения вносятся, какие внесены изменения, как нужно переходить проезжую часть, как нужно перевозить ребенка в салоне автомашины. Неделя безопасности дорожного движения продлится до 29 сентября. Участие в мероприятиях в рамках нее примут представители образовательных учреждений, общественных и волонтерских организаций, студенческие отряды и народные дружины. Весь комплекс мероприятий направлен на пропаганду безопасного поведения на проезжей части и снижение аварийности с участием детей. Если вышел на дорогу, знай, ты не один. Наш совет немедленно тебе необходим. Он тебе подскажет, что и где и как. Верный путь тебе укажет, дорожный знак, дорожный знак. Что, когда, куда, откуда и т.д. Голосуем за порядок против ДТП. Аварийной ситуации он заклятый враг. За тебя готов сражаться, готов сражаться. Дорожный знак, дорожный знак. Лена Кириллова, Руслан Кравцов, Любовь Карпова для службы новостей.